Добрый вечер. В эфире Гастагова Амта. 23 дня остается до часа X президентских выборов. СМИ, средства массовой информации очень активно следят за выборным процессом, а общественность очень даже активно следит за тем, как эти же СМИ следят за выборным процессом. Иначе говоря, страсти накаляются. Вот как пишут в наших информационных источниках, все больше информации о нарушениях, все меньше вокруг здравого смысла. Вот о здравом смысле в информационном пространстве нашей страны мы и поговорим сегодня с гостями нашей программы. Хастагала Амта, это с писателем и публицистом Надеждой Венедиктовой и журналистом Антоном Кривенюком. Ну, первое, конечно, как обычно, мы начинаем вопрос с такой, с общей темы. Хотим подвести под общую тему наш вопрос. Как вы считаете вообще, каково влияние СМИ сейчас в наших обстоятельствах на происходящие в стране события? Надежда. Сейчас во время выборов, да? Да, именно в этот период. Такой, можно сказать, обостренный. Я бы разделила на две части. Значит, я бы не сказала, что, предположим, СМИ оказывают какое-то решающее влияние на происходящее в стране в любой период. Но они оказывают известное влияние на общественное мнение. И проблема в том, что общественное мнение мало оказывает влияние на происходящее в стране. Очень интересно. А скажите, пожалуйста, сейчас есть Facebook, есть печатные средства информации, там, телевидение. А каков интерес вообще к работе СМИ у общества, как вы считаете? Насколько этот интерес сейчас, так сказать, присутствует? Я бы начал бы с того, что мне кажется, что в абхазской ситуации СМИ оказывают влияние на общественное мнение вообще и перед выборами. Здесь еще пока существует такая уникальная, на мой взгляд, среда, в которой слушают, читают, слушают и слышат. То есть этот ресурс есть. Поэтому, когда ты видишь, что ты опубликовал материал, он имеет резонанс, то в общем понимаешь, что твоя работа, она еще имеет какой-то смысл. Поэтому я бы не стал списывать СМИ. Нет. У нас уже получился конфликт. Я говорила о другом. Да, СМИ оказывают влияние на общественное мнение, но общественное мнение мало оказывает влияние на текущую ситуацию. С этим я. Ну, об этом тоже, кстати говоря, я тут готовился к передаче, приготовил какую-то цитату, потом попозже ее приведу. Но все-таки вы согласитесь с тем, что все меньше вокруг присутствует здравого смысла. То есть в этой, если так можно выразиться, все-таки острой ситуации, даже, может, экстремальной, да, такое присутствие, отсутствие здравого смысла, мне кажется, оно может привести к каким-то плачевным результатам. Мне кажется, в любой ситуации отсутствие здравого смысла может привести к плачевным результатам, тем более в том... я имею в виду в СМИ. В том числе и в интернет-сообществе, а если говорить еще более конкретно, то в Фейсбуке, скажем. Вы знаете, Facebook для абхазской аудитории, в общем, достаточно молодое явление. И судя по опыту других стран, где интернет появился намного раньше, постепенно, интернет-пространство цивилизуется, и я, в общем, не теряю надежды, что Facebook наш когда-то тоже придет к более спокойной форме высказываний. А то, что происходит сейчас, это, такая яркая вспышка. И, с одной стороны, там действительно мало приятного, как Хасик Тхагушев писал, что интернет превращается в помойку. А с другой стороны, это можно расценивать как признак того, что все большее количество людей хочет участвовать в политическом процессе. Это, в общем-то, положительное явление. Другое дело, что не все имеют опыт. Понимаете, предположим, когда взять нас с Иналом, мы давно варимся в информационном пространстве, мы уже там набили шишки, мы примерно знаем, что такое здоровая самоцензура. А люди, которые пишут в Фейсбуке, тем более, если они делают это недавно, они еще просто не поняли правила игры и не пытаются рассматривать себя со стороны. Я, например, как журналист, как публицист, всегда отталкиваюсь с точки зрения
не только здравого смысла, но и общественной пользы. Когда я беру какую-то тему, я всегда думаю, как можно это вот подверстать так, чтобы хоть на миллиметр, да, вот чтобы это стало как-то, да, вот для общественной пользы, что это значит, что этот человек может принести, или эта ситуация, или это событие, какую пользу для общественной, вот, для общества. И мне кажется, что если, предположим, вот наши пользователи Фейсбука тоже попытались как-то отталкиваться с этой точки зрения, а не только из того, что они хотят, что им кажется. Понятно, что никто из нас не истина в последней инстанции. Но если руководствоваться здравым смыслом и общественной пользой, то, в общем-то, в принципе, можно выстроить какую-то позитивную линию, позитивную стратегию. Вы знаете, я просто вот вы говорили про, цитировали Алхаса Тхагушева. Здесь вот он как раз тоже пишет об этом, о том, что вот эти вот выборы превращают абхазский сегмент сети, как вы выразились, и как он это написал, как вы его процитировали, в помойку. Здесь и без того подванивало, говорит он, но сейчас без респиратора уже никак. Причем каким-то удивительным образом сторонникам обоих лагерей удается не обращать внимания на непотребность своих и возмущаться пакостями чужих. Вот этот такой низкий уровень как бы общения. Вы вот сейчас сказали о том, что надеетесь на то, что бы вырастет из этого состояния Facebook. Но тогда он, наверное, превратится уже в какой-то профессиональный такой. Ну, почему профессиональный? Ну, люди наберут опыт. Знаете, когда, предположим, несколько лет работаешь со словом, и ты начинаешь ощущать уже его истинную, реальную силу, слово тоже начинает какие-то сигналы посылать и подсказывать. Вот тут оно может быть очень болезненным для кого-то, а вот тут оно может быть сбалансированным. То есть какой-то опыт набирается. Вот, например, взять Антона, я помню его совсем молодым журналистом, тем более, которым начинал в турецкой прессе. Он сначала был более радикальным и таким колючим, а сейчас уже как-то опыта набрался, да, и более сбалансирован. Семья, дети, стабильность, это же все важно. Вот, так что я надеюсь, что все впереди у абхазского Фейсбука. То есть вы хотите сказать, что вот существующее сегодня некое такое разделение на своих и чужих, вот оно в конечном итоге и изживет себя. И вот эта вот ситуация сейчас конфликтная, которая присутствует в СМИ, из-за того, что идет, конечно, предвыборная кампания и обостряются некоторые чувства у людей. Да, вот что это временное состояние, или все-таки на это нужно, к чему я веду, на это нужно как-то влиять и формировать вот эту культуру общения все-таки и в ФБ, и нет, в... на самом деле, конечно, нужно, и во всяком случае, предположим, в западной конфликтологии в этом смысле очень продвинулись вперед, и часто говорят, что вот если раньше было или я побеждаю, или ты побеждаешь, сейчас нужно подводить к такой ситуации, когда выигрывают обе стороны. То есть... Ну, все это достаточно уже. Хотя я вот как бы здесь не очень с Надей соглашусь, у нее слишком оптимистичный взгляд на, страдаю оптимизмом. На вот эту тягу нашу к культуре, быть более вежливым. Мне кажется, здесь вежливость тут неуместна. Да, вот абхазское ФБ пространство, вот, социальные сети, оно вот сперва там переходило от гламурности, потом какие-то о высоких материях говорили, а сейчас это вот такое болото, где все друг друга ругают, где даже здравствуй, когда говоришь, все говорят, а почему ты это вдруг тут решил? Ты это ему говоришь, почему тогда, когда завтра выборы. И поэтому, мне кажется, это вот как в ресторан, который хороший был, и вот потом вдруг пришел плохой повар, и кухня испортилась, и все, люди просто не будут ходить. Даже если ты уволил этого повара, просто у него уже как бы дурная слава у этого ресторана. Мне кажется, вот ФБ оно уже стало именно такими. И по-любому, наверное, появятся какие-то другие площадки. То есть это площадка, где ругаются. Нет, ну есть еще другая сторона вопроса. То есть вот представьте себе, сколько в течение многих там веков, я не знаю, лет, десятилетий, люди сидели на кухне, там, во дворе, и они что-то обсуждали между собой, ругали друг друга соседи. Да. И вы представьте себе, теперь это все находится, во-первых, у вас перед глазами, находится у вас на ушах, и вы видите вот всю как бы склочность жизни, ее изнанку, в общем-то, у себя на экране монитора. Как бы это естественно, потому что вы же видите там не 10 человек, не 100 человек, а 1000 человек с их проблемами, жизнью, отношением к людям и так далее. То есть выборы
утрируют эту ситуацию, они ее усиливают Да. объективно, но склочность в социальных сетях вообще это и то, что присутствует там постоянно, потому что там сталкивается огромное количество вот этих вот людей, как бы. Вот чтобы поддержать эту точку зрения, недавно я читала, что английские полицейские опубликовали цифры. 75% жалоб идет на оскорбления взаимные в соцсетях. Я вообще была в шоке. Это в Великобритании. Ну вот там состоялась уже эта Да. вот культура жизни в социальных сетях. А у Ну, нас только давайте мы начинается. все-таки вернемся Да. к тому, что в абхазской традиции была, да, публичная культура диалога. Она была безусловно. Да, было. И просто сейчас она, поскольку была война, изоляция и так далее, она не была так Она особенно переросла в востребована. некую форму лицедейства, и Лице- вот сейчас, да, и вот это сейчас разговор вот со это По-моему, как лицедейство, раз мне кажется, Надя не сказалось хотела на этом. говорить об этом Да. лицедействе. Ну, лучше абхазцы скажут, абхазцы скажут. И вот эта некая форма лицедейства, она все-таки перешла вот в эти социальные сети, где куча сейчас анонимов и так далее, как бы пройтись по человеку как бы нет проблем. То есть в этом плане, мне кажется, это вот как бы то состояние, в котором, собственно говоря, наше Находится общество. находится Да. общество. К сожалению, здесь, наверное, это уровень воспитания. Ведь смотришь людей, там люди не с улицы, там люди там имеющие образование, там дипломы и так далее, но при этом как бы абсолютно невоспитанные люди, мне кажется. И к сожалению, очень вот этими невоспитанными людьми активно пользуется абхазский политический класс. Вот, Ну, вот кстати, меня да, больше всего да. вот это смущает, и при этом иногда мне хочется поставить некий знак равенства между абхазским политическим классом и вот этой кучей невоспитанных людей. Поставил знак? Я поставил. Ну, кстати, обратите внимание, насколько быстро они нашли себя. Ведь для абхазского политического процесса вообще явление троллей, анонимов, то есть вот это совершенно новое. Да? Там, если брать Россию, там это около 10 лет, то есть за это платят люди деньги, это бюджет, это работа, там, я не знаю, мозги. То здесь это срослось прямо воедино, вот буквально за там 2-3 недели. И я же понимаю, что люди, которые оскорбляют, унижают и хамят в сетях, скорее всего, за это не получают никаких денег. Это на добровольном таком вот волонтерство это. Это вообще уникальная совершенно вещь. Все-таки мы, наверное, вот эту тему, наверное, будем более-менее как бы закруглять. Можно я добавлю Да. одно? Просто даже Значит, докончен. да, Ты да, дал да, бы да. все-таки. Да. Значит, для меня вот подобное явление – это признак того, что от выборов зависит слишком многое. Это признак неуравновешенности нашей государственной системы. Слишком высоки ставки и для выигравшей, и для проигравшей стороны. Это ненормально. Вот от этого надо избавляться. Чем меньше государственная структура будет зависима от выборов, тем больше стабильности и тем больше уверенности у людей. Вот вспомните Италию, да? 60-е, 70-е, 80-е годы, какая чехарда. Каждые полгода менялось правительство. Страна строилась, сейчас это третья экономика в Европе. Потому что государственные чиновники, которые не зависели от произвола вышестоящих, они строили страну. Вот мы должны прийти примерно к такому же. Надя, можно вам вопрос? Да. А у вас нет ли ощущения, что такое внимание к выборам, оно происходит из-за предельной персонифицированности процесса в Абхазии? Ведь у нас, да, в нашем обществе, как мы все друг друга знаем, это превращается в своего рода соревнование людей, ни идей, ни программ, ни... То есть, Да, всё если я правильно. лично знаю, это там мой сосед и так далее, и я в это втягиваюсь всей душой, именно вот поскольку я знаю вас, я буду стоять Не рядом только, с вами. нет. Главное все-таки это интерес. Ты или проигрываешь, или выигрываешь. То есть политический, экономический. Да. Вот эта слишком высокая зависимость от результата выборов, она и превращает вот в такое обостренное противостояние. Ну, я думаю, что через некоторое время опять все вернется в этом же Фейсбуке. Все-таки мне кажется, что сама эта фейсбуковская площадка, она такого невысокого уровня. Если, например, последить за тем, как там выражаются мысли
И иной раз они очень глубокие, а иной раз кто-то совершенно опускает это вообще до уровня плинтуса, до самого низкого уровня. И потом в конечном итоге отвлекаются от темы, уходят вообще в какое-то другое пространство, что совершенно, например, меня раздражает, потому что вот сидя на передаче, мне всегда хочется, чтобы придерживались темы или того вопроса, который обсуждается, а там вообще в этом случае получается каша мала. Но я о другом хочу сказать. Вы знаете, это уже стало реальностью, что интернет, ну, в том числе вот и Facebook сейчас, да, он стал опережать по своей оперативности средства массовой информации печатные и даже телевидение. Но дело заключается в том, что там таится некоторая вот такая опасность, пагубная, мне кажется. Там сейчас можно услышать все. Вы знаете, от самой откровенной лжи вообще, наглости, хамства, не побоюсь этого слова, свинства, да, ну, можно услышать и действительно очень такую точную информацию, факт, можно сказать. И в этом смысле вот те профессиональные средства, как телевидение, газеты, ну, я имею в виду такие официальные сайты в интернете, да, они как-то проигрывают тем, кто занимается вот такой популистской деятельностью, выбрасывает какие-то жареные там информации, утки и так далее. Вот в этом смысле как-то же нужно все-таки, наверное, привести в соответствие в такое вот, я бы сказал, равновесие. Справедливость вообще-то вот эти вот. Да, это все параллельно. две. Это не было социальных сетей, была брехаловка, там восточные базары были и так далее. Это как бы вполне естественно. Новости всегда рождаются, вот, появляются вот как бы в толпе, и потом они получают некий официоз придается им. Это вполне нормально. Другой вопрос. Что нормально? Там не профессиональный уровень. Это понятно. Они не претендуют на профессиональный уровень. Но привлекают больше к себе внимания. Да. И что получается? Смотри, больше все-таки обращают внимание вот как раз на этот непрофессиональный уровень. Прислушиваются вот к совершенно какой-то лживой информации. Таким образом складывается впечатление о реальности неверное. Вот к чему жареная информация всегда привлекала. Можно скажу, вот как, то есть это вообще вопрос как бы о глобальной проблеме современных СМИ. Я вот могу как бы немножко рассказать о российской практике. То есть объективно любые, даже самые влиятельные СМИ проигрывают социальным сетям. И они подыгрывают социальным сетям. То есть я не могу, во-первых, да, если я руководитель СМИ, там, редактор направления, обойтись без страниц в соцсетях. Я не могу обойтись без бюджета на продвижение. Я должен уметь, более того, зародить в соцсетях дискуссию, потому что иначе моя вот статья там, да, там, или материал, или ссылочка, она не сработает никак. Моя задача стать соцсетью. И это означает еще и следующее, то есть я руководитель там СМИ, да, или подразделения какого-то, я должен выкладывать материалы с той же периодичностью, с какой по моей тематике в соцсетях появляются новые посты. То есть я должен полностью стать сетью. А мне это очень тяжело, потому что это есть стандарты, да, текст пишется, а мультимедиа готовится значительно дольше, чем какой-то паршивый постик в Фейсбуке. Это вообще большая проблема СМИ. Они не выдерживают даже в развитой медийной среде конкуренции с социальными сетями. А что говорить в Абхазии, где в принципе, да, мы же не можем тут говорить о ежедневном, там, я не знаю, о ежедневном, ежечасном там, телевещании, да, новых новостях. Мы не можем говорить там о СМИ, которые обновляют ленту, так как там сидят в Москве новостники, у него по 4 новости в час у одного, и команда из 40 человек. У нас этого в принципе нету. Конечно, тут будет очень, я вот абсолютно уверен, очень серьезное давление социальных сетей на традиционную медиа-среду. Она будет объективно проигрывать, потому что пока мы говорим о стандартах, но это не значит, что мы должны превращаться в то, что сейчас превращается там, да, Facebook, но мы не выдерживаем объективно конкуренции, потому что мы по времени не успеваем. Давайте мы не будем забывать, что серьезная пресса всегда по популярности проигрывала желтой прессе. Ну, сейчас просто это приобрело виртуальную форму, да, и какие, значит, более, да. А так всегда желтая пресса выходила миллионными тиражами, серьезные газеты, так что, в принципе, принципиально ничего нового не произошло. Просто сейчас читатели... То есть желтой газетой может быть каждый, кто того хотел бы.
Просто Да. чрезвычайно расширилась аудитория, и теперь каждый читатель получил возможность, значит, вбрасывать свое. Так что вообще очень это интересный феномен, и он должен, наверное, привести к каким-то культурным изменениям. Вот отталкиваясь от этой темы, вообще насколько каждый из вас чувствует себя в тарелке, когда в контексте нынешних выборов появляется огромное количество людей, которые начинают учить тебя, как надо писать. Да, как надо писать, и в основном... Что надо писать? Да, причем каким в надо быть? основном сразу же тебя обвиняют в ангажированности, и как надо любить родину обязательно, да, там вспомнят всю твою подноготную и так далее. Вообще, каково это вот быть журналистом вот в такие периоды? Когда вот каждое слово, оно сразу же с разных сторон смотрят уже под лупой, да, и начинают, чтобы сказать. Вообще такие случаи с вами были? Хороший вопрос. Ну, когда тебя обвиняют в том, что ты украл Лувр, то, наверное, нельзя относиться к этому серьезно. У меня, как бы, я, в общем, по характеру человек независимый и не выношу никакого давления. Поэтому, когда меня в чем-то обвиняют, в каком-то влиянии на меня кого-то, ну, я с иронией к этому отношусь. И серьезно я не отношусь, поэтому я чувствую себя совершенно в своей тарелке, в любой ситуации, и у меня чистая совесть. Я, в общем, я повторяю, что у меня два конька: здравый смысл и общественная польза. А кто там, что там, кто, в общем. Ну, а те, которые смотрят на эту ситуацию, они на твои коньки как-то не очень внимание обращают. У них ни здравого смысла, ни пользы общественной. В общем-то, человеку свойственно оценивать ситуацию, естественно, со своей башни. Я, например, ни о ком не думаю, что он ангажирован. Ну, наверное, те, кто ангажированы, думают, что все остальные тоже ангажированы. Вот так я объясняю эту ситуацию для себя, поэтому не обращаю внимания. У каждого свой способ существования. А вы знаете, дело заключается в следующем. Вот все-таки вот это недоверие, которое существует, особенно вот в предвыборный период, да, оно как-то несколько размыливает ситуацию. То есть может случиться таким образом, что у человека как-то теряются ориентиры. В принципе, он так и не сможет сориентироваться, за кого ему голосовать, не получив действительно достоверную информацию. А информация идет с разных сторон, ну, совершенно вообще необычная, так если мягко говорить. Ну, Антон, мы просто продолжим вот тему, то, что говорил Инал, все-таки. Вот не мешает вам то, что многие называют вас приверженцем, там, скажем, одного лагеря или другого, или ангажированным, или вот неправильно мыслящим, или излагающим не то, что необходимо сейчас и так далее? Ну, я относительно себя могу сказать, что я отличную в этом смысле школу прошел во время выборов 2004 года, когда еще не было сетей, и когда до тебя там где-то доходили какие-то там слухи. Это, ну, вообще, как бы было, конечно, неприятно, наверное, да, я по неопытности, как бы, это... А сейчас, ну а как, я успел побыть шпионом, по-моему, всех разведок. Я работал на Брюссель, на Кремль, на Госдеп, на грузин, на турков, на кого. Уже сейчас как бы, ну хорошо, ну думайте так. То есть, Осталось на Китай. вот были бы интересы. Ну, говорят, скоро появятся, да? Вот, так что сейчас как бы уже это абсолютно тема меня как бы и более того, да, как есть моя журналистская работа, но я все равно человек, да, совершенно все равно очевидно какие-то симпатии, да, которые могут быть даже не к лицам, не к системе ценностей, скажем, да, тех или иных людей, которые участвуют в абхазском политическом процессе. Ну, как бы их скрывать это бесполезно и не нужно. А вот к этим нападкам я привык, я просто на них не обращаю внимания. Это уже... Раз Надежда говорит о таком принципе, как общественная польза, я бы хотел сказать, что, вы знаете, вот ваше отношение, я действительно искренне говорю и прямо могу сказать на это на камеру, потому мы вас и пригласили, потому что я как раз верю в вот вашу искренность всего того, о чем вы говорите. Да, но как бы повлиять вот вашими принципами на то, чтобы, так сказать, наибольшее количество придерживалось бы их на нашем информационном пространстве. Сейчас я не призываю прямо брать с вас пример. Ты имеешь в виду журналистов? Да, и журналистов, и вообще всех. Мне вообще кажется, что нужно некий порядок все-таки навести вот в этом информационном пространстве, которое сейчас формируется. Мы сами находимся в материале.
То есть оно происходит у нас на глазах, и нам сложно оценить как бы со стороны, что за процессы сейчас происходят. Но мне кажется, что все-таки если придать некую какую-то организованность, то, наверное, все-таки от многих негативных таких ощущений от интернета можно было бы избавиться. Сейчас мы вообще сильно углубились в интернет, но все-таки. Да. Не думаю, что... Общественная польза. Как нам сделать так, чтобы вот это все можно было привести в какой-то более-менее такой разумный порядок со здравым смыслом? Я уже проговорила это, но с моей точки зрения общество и государство должны быть минимально зависимы от выборов. Вот, например, меня поразило, помню, так сказать, в конце прошлого тысячелетия, приезжал какой-то турецкий бизнесмен абхазского происхождения, и, среди прочего, он сказал: я даже не знаю, как зовут нашего премьер-министра, меня это как-то мало волнует, меня волнуют те условия, которые государство создает для бизнеса. Мне кажется, это нормальный, современный, прагматический подход. Вот. А вот наши привязки к личностям и так далее, это как бы вот признак того, что мы еще не урегулировали весь этот политический процесс. Понимаете, вот хороший чиновник, вот если ты хороший профи в своей области, какая тебе разница, кто там находится у власти? Ты делаешь свое дело, ты по конкурсу выигрываешь место, и ты на нем раскрываешь свои способности, ты работаешь на благо всего общества. Ну, это как раз показатель уровня нашей абхазской демократии. То есть этот путь все прошли. То есть прежде конечно, чем да. вот это комфортное такое существование, что да. это просто выборы и так далее, перед этим они уже не один пуд соли съели, не одни там бюллетени там в урны понакидали, не один раз понакидали. Это тоже стадия, которую мы должны так или иначе пройти. Экстерно нам вряд ли удастся сдать, и это, наверное, может быть, к моему сожалению, мне казалось, там это 2-3 раза так мы так демократические выборы проведем, и это придет. Нет, это отнюдь нет, это, я думаю, там несколько поколений. Ну, Италия 30-40 лет. Да, это несколько поколений, сознание. Это... Не знаю, я, может быть, пессимист в этом отношении, но я совершенно четко вижу фундаментальную разницу там, между Турцией, Россией, Италией, даже Грузией там, или Арменией с Абхазией. У нас нет массовой культуры, у нас нет большого общества, у нас нет того самого 3 миллионов, которых не хватает совершенно для того, чтобы завести технологии, которые вот опосредованно. У нас власть персонифицирована, участие в политике персонифицировано. Мы не выйдем... В Люксембурге 350 тысяч. Да, но они прошли 500-летний путь. Вот дай бог, чтобы мы за 50-60 лет как-то... То есть, что мы должны сделать? Мы должны, на мой взгляд, провести уникальный совершенно эксперимент, который в нашей части мира никто не проводил. В принципе, городской демократии, по сути, средних веков, вот, по человеческим отношениям, по характеру, по социальной структуре, родить современное государство, в котором бы еще при этом что-то бы работало, как-то так. Я не знаю, честно, я не хочу быть пессимистом, но мне кажется, что этот процесс у нас будет очень длительным. Вот, я даже как оптимист понимаю, что должно быть очень длительно. Да, пока у нас появится предприниматель, не знающий, кто его премьер-министр в его стране, но то есть это, конечно, не скоро, наверное, у нас. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что при следующем президенте мы сделаем следующий шаг. Шаг будет может быть. Конституционная реформа. Да. И если мы этого не сделаем, ну, это вообще, то это вообще будет просто уже беда, прямо будет беда. Ну, вообще-то хочется как-то подвести все-таки некоторый итог. Вы знаете, вот то, что я пытаюсь как бы навязать, все дело заключается в том, что мне кажется, что вот то, о чем мы говорили в самом начале, о том, что все меньше вокруг становится здравого смысла вот в нашей ситуации. Мне хочется, чтобы, знаете, как-то мы высказались вообще, вот, чтобы это было общественно полезно, как вы говорите, да. Высказались бы какое-то направление, дали бы тому, как, в общем-то, формироваться сейчас вот этому сообществу, интернет-сообществу. Вообще, вот за последнее время я не видел, кстати говоря, того, что было в печатных органах, например, в 2004 году, когда публиковались очень негативные, грязные материалы, совершенно вообще безумного характера. Но сейчас этого в прессе нету. А вот зато этого в изобилии в Фейсбуке и в интернете. Вы знаете, что может это ограничить? Просто вот он, этот конкретный вопрос. Я знаю, что у вас вот присутствует, так сказать, самоцензура в хорошем смысле этого слова. Самоцензура.
Самоцензура и может быть только в хорошем смысле слова. Но не все на это полагаются, и у некоторых отсутствие совести приводит и к отсутствию самоцензуры. Что вы посоветуете? Приобрести совесть. Простой рецепт. Очень Совесть хорошо. можно продать, но пока купить еще никто не невозможно, да, покупал. еще никто не покупал. Да, можно сказать, шедевральная фраза. Но мне кажется, все-таки должна быть какая-то ответственность. Вот. Я, допустим, хотя меня так периодически поругивают и те, и другие, но все равно под каждым материалом твое имя стоит. И иногда вот те, которые поругивают, они меняются там со временем, меняются положениями, то есть эти поругивающие начинают восхвалять тебя, те, которые восхваляли, этот круг тебя, длиной в жизнь. ругать, и тем не менее ты находишься в этой профессии, ты пришел сюда не на один день, не заглянул в социальную сеть, там зарегистрировал там аккаунт свой, там через неделю поругался вдоволь, да, там поплевался и бросил все, да, и ушел. То есть это твоя профессия. Это твоя жизнь, ты вертишься, ты выходишь в люди, и ты несешь ответственность за каждое сказанное, там, напечатанное и так далее слово. В этом плане, конечно же, социальная сеть это абсолютно безответственный такой орган. Но и отношение к нему такое же безответственное. Я сейчас не видел, что в социальных сетях вот там какие-то политики там посвящали там целые вон там Иванов-Петров сказал вот про меня пакость, да, я сейчас буду это, и к нему серьезно относился, да, но если в газете где-нибудь или где-нибудь на телевидении это будет сказано, то это уже как бы даже четверть того, что было написано в социальных сетях, то это уже будет как бы резонансно. И поэтому, мне кажется, все-таки, при том, что мы, может быть, СМИ, официальные СМИ, там вот те, которым привыкли, телевидение, печать и так далее, она уходит, может быть, на второй план, но тем не менее ответственность их, она от этого как бы не исчезает. То есть это все-таки более ответственный орган, это более привычный орган и более такой документальный орган, можно так сказать. Все остальное как бы это вот как бы базар чистой воды. Ну, кстати, можно скажу, мне кажется, что на самом деле и в социальных сетях, и вот тут я хочу побыть оптимистом, правила игры отработаются именно с учетом нашей специфики. То есть рано или поздно все анонимы будут вскрыты, рано или поздно выборы закончатся, рано или поздно там останутся только те, кто в принципе, потому что Facebook в Абхазии очень хорошая площадка в каком смысле? Вы обратите внимание, в Одноклассниках у нас ничего не происходит, ВКонтакте тоже практически ничего. То есть это действительно политическая площадка, общественная площадка. И, вероятно, отработаются правила игры, при которых там будут все-таки живые люди под своими именами, которые говорят нечто и которые понимают, что они отвечают за то, что они говорят, потому что это говорят именно они. И на состоявшейся площадке. Я думаю, просто тут еще этап роста будет. Мне вот кажется, что Facebook в Абхазии свою площадку будет держать, и она действительно станет такой вот, ну, дискуссионной в хорошем смысле этого слова площадкой. Не так, как сейчас. Да, вот тоже хотелось бы узнать вообще-то вот о вашем отношении к предвыборной форме, вот, которая сейчас существует, вот этой тональности. А вот вы для себя уже какие-то правила определили? Так или иначе вы все равно затрагиваете эту тему, и Антон, и Надежда. Вот вы сейчас для себя какие-то правила определили, ну, помимо того, что... Не работать в штабе. Ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого, как минимум. Значит. Нет, ну это решает проблему, я бы сказал. Я пытаюсь не становиться на чью-либо сторону. Я имею в виду форму общения. В данном случае даже я не выношу на публику свои личные симпатии. Во время предвыборной кампании я пытаюсь исходить из предвыборных программ и понять, что артикулирует кандидат. Вот, например, я читала сейчас несколько интервью с кандидатами, которые еще не опубликованы. Это не мои интервью. И должна сказать, что, предположим, интервью там с одним кандидатом, я его не называю, тем более, что он еще не опубликовано.
это даже просто несерьезно. То есть, нельзя идти в президенты с таким уровнем мышления и с таким уровнем реакции на вопросы. То есть, когда это все будет опубликовано, тогда уже можно будет комментировать и говорить. То есть, я хочу, во всяком случае, у меня какой-то есть свой читатель, дать ему анализ вот этих предвыборных выступлений и обозначить уровень, так сказать, общественных амбиций кандидата и уровень его внутренний, чтобы была видна разница, соответствует внутренний уровень этим президентским амбициям или не соответствует. То есть дать какой-то объективный, максимально объективный анализ, так сказать, возможности каждого кандидата руководить страной. Вот сейчас я вижу свою задачу в этом. Вы знаете, вот вы затронули очень интересную тему, конечно. У нас как-то с этими масштабами очень сложно. Знаете, у нас бывает иногда так, что масштаб личности не соответствует масштабу стоящих перед ним задач. Да. И это как-то приводит тоже в уныние. Знаете, но я бы хотел еще, знаете, о чем поговорить? Они оптимисты. Оптимисты, да. Это тоже вот признак нашего малого общества, мне кажется. Это вот именно от этого происходит, а не от того, что там присутствует... Я вообще, Валера, вот если возвратиться к этому вопросу, правила. Да. Я вот обратил внимание, у нас как-то часто стали выборы. Да. И я все-таки вот последнее время понял, что мое участие вот в выборных делах, оно минимизируется. То есть я стараюсь как бы во время выборов... С каждым разом? Или... Нет, стараюсь вот как бы поменьше как бы писать, наверное, вот там о чем-то. Потому что мне кажется, вот что бы ты ни написал бы, тебя уже никто не слушает, абсолютно. Абсолютно никто не слушает, и то есть у каждого там своя задача есть, там он пропихивает своего кандидата, ему абсолютно не важно, какую ценность он несет. Не могу согласиться. Значительная часть общества пытается понять и самостоятельно проанализировать может быть, программы какая-то все-таки, все-таки... Вот именно хорошее слово, значительная часть общества. То есть та часть общества, не большинство может быть, но именно вот в которой есть какая-то значимость. Это оптимистический, мне кажется, взгляд. Нет. Это все-таки вот такой опыт работы, который я как бы приобрел и который оценивает, как все это происходит. Но помимо этого очень много появляется вот всех людей, которые вот считают, что вот все вот ихняя правда, конечно, самая правдивая правда. Но вот когда заканчиваются выборы, вот вся вот эта политически активная масса, она выключается. Я понимаю, что тогда наступает время твоей работы, и ты начинаешь вот говорить о каких-то ценностях, там, о развитии демократических институтов государства и так далее, и тому подобное. Там ты, там еще 5-6 человек об этом говоришь, а потом уже как бы в выборах ты уже как бы ретроград, как бы ты вчерашний день и все остальное, там у нас уже как бы все вот как бы... Нет, Нал, ты недооцениваешь наши избиратели, явно. Нет, то, что тут еще читают, еще слушают и слышат, это абсолютно четко. Я могу это сравнить с Россией, где хороший журналист, журналист, сейчас публикуя материал, должен еще его и раскрутить, чтобы его хоть кто-то вообще прочел. Здесь я по резонансу на мои статьи, я вижу, что люди, они пишут тебе в личку, они как-то, то есть они участвуют. Я не знаю, может быть это 50 человек, но это прекрасно, что есть 50 человек, которые способны об этом думать и говорить, что что-то есть. Антон Кривенюк, плюсы Абхазии. Массовый запрос на модернизацию. Признание на очень широком уровне глубокой ущербности текущей ситуации в культуре. Это вот говорит о зрелости общества и образе жизни. Это перечисляет Антон плюсы в своей публикации. Наличие дискурса о важности фундаментальных изменений в ценностном наборе современного жителя страны. Желание на практике участвовать в политической жизни, отличное знание политической конъюнктуры со стороны даже самых рядовых людей, высокий уровень гражданской активности.
Но я вам скажу, последнее, знаете, может быть, я чуть преувеличил, конечно. Да, но... я как-то стал горд вообще. Нет, если действительно все так существует. Это не только выборное, надо понимать, что все познается в сравнении. Да? Я сравниваю, в принципе, с другой страной, у которой совершенно другие политические традиции, совершенно другая социальная культура. Где есть места, где вообще люди не знают, что в принципе можно и нужно хоть как-то участвовать в жизни, которая ты... Здесь я могу сказать, да, я сейчас ездю там не с предвыборными штабами по своей работе по Чемчирскому району, мне просто это очень интересно. И я куда бы ни попадал, пока, правда, было 2 точки, но там были люди, их было много. Они действительно хорошо разбираются, они действительно не дураки совершенно, они на очень хорошем уровне понимают очень много палитру процессов. Я не имею в виду сугубо выборный процесс, за кого ты будешь голосовать. Они понимают, как они живут, что происходит в стране, почему это происходит. То есть это люди, живущие в этой стране по-настоящему внутри. Это вот буду я тут год-два, допустим, постоянно, да, я перестану это замечать. Но это бросается в глаза сейчас, на самом деле. Это неплохо. Наверное, по сравнению с Тотьмой. Нет, Тотьма не самый плохой город, вот Тотьма в Вологодской области, там есть люди, которые хотя бы живут. Мне бы хотелось обратить внимание вот на очень важную мысль, которую сказал Антон, что люди в глубинке понимают, как они живут. Но вот, к сожалению, на государственном уровне нет понимания того, как люди живут там. Вот в Сухуми на уровне людей, живущих в центральной части города, условно говоря, здесь уже формируются эти вещи. Люди действительно недопонимают, где они находятся и что происходит в их стране. Это вот там, это, Чемчирский район понятно, там все понятно. А здесь уже, да, есть, я вижу людей, которые действительно, да ты что, у нас нормальная жизнь, у нас проблемы там с ДТП и так далее. Я хочу сказать, что государство не понимает. Да, конечно. У нас наше государство очень плохо понимает само себя. Вот мне так, например, кажется по многим годам. И мы вообще, вот когда мы говорим, да, о внутреннем информационном поле, мы имеем очень мало информации о сельской жизни, вообще в экономическом состоянии, потому что никаких аналитических обзоров нет. Вот в этом смысле, мне кажется, нам нужно очень много работать, прежде чем мы вообще перейдем к такому устойчивому государственному развитию. Но я еще раз процитирую Антона, если ты мне позволишь. Вот, Антон, вы тут же пишете еще, что нет, не в обиду. Разочарован я качеством предвыборной агитации почти всех кандидатов. Столько вообще было плюсов вот здесь. А тут разочаровался агитация почти всех кандидатов. Особенно по поводу того, что, и как они говорят, популизм, ноль конкретики. Нет, не нужны научные доклады, но не вижу попыток просто добавить интересности, обнаружить новый ракурс взгляда на известные проблемы. Вообще, интереснее других выглядит, и вы называете кандидата, чтобы никто не воспринял. Его лаконичность говорит просто, но интересно. Я что хочу сказать. Конечно же, уже настало то время, когда нужно объединяться не вокруг личности, не вокруг, естественно, фамилии, а вокруг идеи. Это мы каждые выборы говорим. Платформы. Все дело заканчивается Но тем в же чем самым. дело? Вот вы знаете, что особенно настораживает то, что мы сейчас, вот как Инал сказал уже, в том, что не хотим даже и прислушиваться к какому-то другому объективному мнению. Мы только хотим услышать то, что хотим слышать. Это вот так таким образом. Да, но как же сделать так, чтобы эта информация и вот наша профессиональная деятельность, она действительно имела результат и какую-то пользу. Почему? Потому что вот, например, скажем, события 27 числа. Вы знаете, до сих пор в обществе существуют разные трактовки. Хотя это нормально. Да. Ну, это да, это нормально, но все-таки должна быть... Великой французской революции, которая была более чем 200 лет назад, до сих пор самые разноречивые трактовки. А Марсельезу до сих пор играют. Национальный гимн. Это нормально. Ну да, это может быть нормально, но все-таки, когда мы говорим о какой-то объективности, хочется, чтобы та информация, которая попадала в уши вообще вот людей, нуждающихся в этой объективной информации, да, чтобы она была действительно какой-то справедливой, взвешенной, чтобы в ней не было, знаете, такого подстрекательства. Надежда, я вас процитирую, я сейчас вот цитированием занялся. Цитатник зовет. Да, но дело, мне кажется, что вот как раз пример того, как можно написать, сказав обо всем в одном абзаце, вот я уже 3-й раз цитирую вас, Надежда, и мне кажется, что здесь действительно все очень хорошо сказано. При всем хаосе, неизбежном при таких событиях,
оппозиции удалось с помощью парламента довольно быстро упаковать происходящее в некую законодательную форму, возможно, не бесспорную. Стало понятно, вот итог главное, что перевернута очередная страница абхазской истории, и самое главное, это я от себя говорю, и надо в оптимальные сроки выстраивать новую реальность. А как вообще, вот, Антон, вот эти события 27 мая восприняли жители Тотьмы? Как смотрелось все это? Да, в России как это смотрелось? Вот, да, со стороны как это никто же не Какие оценки были вообще? Но я могу только сказать о том, что телефон начал нагреваться у меня, потому что звонят люди, которые прошу прощения, которые говорят о том, что ну этого же не должно было произойти. То есть никто не ожидал смены власти, да, соответственно, то есть даже те, кто работают в медиа, они поспешили отправлять сюда там, не знаю, съемочные команды, да, или там журналистов уже заведомо с опозданием, когда все закончилось, потому что никто не держал, то есть Абхазия вообще сейчас в контексте украинских событий, она немножко находится вне как бы такого обширного внимания российских СМИ, а тут еще и какие-то локальные там разборка, превратившаяся по сути, да, в смену власти, как бы, то есть люди летели сюда уже после того, как закончились события, как бы, и это было неожиданно для многих, потому что там все-таки СМИ, ну тот же там Life News и так далее, есть СМИ, которые привыкли знать наперед, да, то есть знать как, и вот они не смогли. Знать, где произойдет революция. Да, знать, где произойдет революция, в этот раз оказалось трудно. Не знаю, как для других, для меня это тоже было полной неожиданностью. Так же, как для меня, да. Скромно умолчим. Так, ну у нас подходит к концу наше время присутствия в эфире. В общем, мы такой маленький итог уже должны будем подводить. И Инал, конечно же, задаст вопрос главный. Да. Самое главное под конец. Вообще, я, наверное, много хороших вопросов задал, но меня больше интересует... Самый хороший. Да. Самый Мне лучший. кажется, все-таки вот эти выборы, они вот такое чувство, что мы опять на какие-то грабли наступаем. И действительно, вот как бы такая портретная у нас некая демократия. Вообще СМИ как смогли бы сработать так, чтобы вот как-то изменить вот эту всю ситуацию, чтобы мы реально говорили действительно о проблемах, мы не рассматривали, не вглядывались бы в лица этих наших таких всех серьезных таких кандидатов, там вес, там рост и так далее. Инал, это вообще-то проблема не СМИ, а проблема политической, партийной Я понимаю, жизни. да, но что-то вот должно, Пока у наверное, нас не как-то будет СМИ. партий настоящих, действительно, с настоящей партийной программой, никакие СМИ не смогут изменить ситуацию. Ну вот у нас же как бы партии, ну так вот они есть формально. Скажите мне, какая там партийная идеология? Но все-таки у кандидатов есть, я как знаю, там свои программы и так далее, но мы как бы до программы еще как-то не дошли. Не дошли вообще ни в каком отношении. Идеология какая? Но может быть, мы плохо работаем, раз не интересуемся этой идеологией. Там, можно подойду с другой стороны. Далее. Нашим СМИ жестко, это совершенно приземленная вещь. Другой технологический потенциал просто. Нужны кадры, нормальная техника, возможность выходить в эфир здесь и сейчас. Вот, то есть, нет, я вот думаю, что наши СМИ в Абхазии сохранилась уникальная ситуация. Здесь газеты еще влияют. Такого вообще уже нигде нету. Газеты могут формировать общественное мнение, но необходимо просто технологически доработать так, чтобы СМИ были более, в идеале, да, независимыми, самостоятельными, но не бедными. И эта проблема во многом... Мы бедные, да, но независимые. Да, понимаешь, но как бы это все-таки влияет на качество и на оперативность теперь уже. Отсутствие человеческих и финансовых ресурсов точно так же отрицательно влияет на партийную жизнь. Почему мы до сих пор не можем создать хотя бы несколько настоящих партий именно поэтому? Согласен, да. Денег мало. Да. Итог. Денег мало. Когда дали денег, это оказалось, что еще хуже. Еще хуже, да. Еще хуже. Денег много, оказывается, нельзя. Значит, они ушли не на партийную строительство, А на другое, да. другую
Да, на этой оптимистичной ноте. Да. Ну, вообще, если это считать, конечно, оптимистичной нотой, на самом деле, мне кажется, что впереди очень сложное время. Действительно, ситуация несколько обострилась сейчас уже, и напряжение растет. Может быть, это мое субъективное мнение, не хочу тут панику какую-то наводить. Но мне кажется, что сейчас, в общем-то, может быть, и наша передача тоже, вот этот, во всяком случае, спокойный тон и разговор, и ведение дискуссии послужит каким-то, я возьму на себя смелость сказать, это примером к тому, чтобы и в прессе, и в том числе и в Фейсбуке вот такой обмен мнениями происходил, а не оскорблениями и переходами на какие-то личности в конечном итоге, чтобы это привело бы к какому-то более-менее приличному исходу на выборах. Я бы предложила простой рецепт. Не надо переходить на личность. Я, например, категорически противник того, чтобы вмешивать политические отношения, чтобы смешивать политические взгляды и личные отношения. Но у нас нет нет политических взглядов без личных отношений. У нас так выходит. Да, к сожалению, так. Но вот если это не смешивать и не пытаться, вот, сказать, оценивать своих собеседников с точки зрения их политических взглядов и политических пристрастий, а просто видеть в них личность, мне кажется, это надежный якорь. Но вы знаете, еще мне хотелось бы отметить в нашей беседе, что это вот вообще-то часто оно звучит, да, но вот мера ответственности все-таки она недостаточно вот, представлена в нашем интернет-сообществе. И мне хочется, чтобы вот эту ответственность и то, что мы называем тоже самоцензурой, чтобы она как-то больше присутствовала. И в этом был бы уже больший класс повествования, во всяком случае, который там есть. Многие статьи и комментарии читать очень интересно. Некоторые звучат очень искренне и непосредственно, несмотря на то, что видно, что у человека нет опыта присутствия на информационном пространстве журналистском, но все равно это очень интересно. Но присутствие вот такого, знаете, наглого, хамского, какого-то беспардонного языка, мне это вот как-то неприятно, и большей частью я перестаю заглядывать уже и в Facebook тоже. Но сейчас ситуация, которая присутствует у нас, она требует того, чтобы мы все смогли как-то сконцентрировать свои усилия, и в информационном пространстве все-таки был бы какой-то более необходимый уровень ответственности. Ну, я думаю, в информационном пространстве, может быть, и уровень ответственности какой-то определенный есть, но это очень вот... много, мне кажется, в этой стране очень много проблем из-за того, что нет политической ответственности, и поэтому тут абсолютно происходит весь такой сыр-бор. Я, кстати говоря, заметил, и, наверное, Валера, тебе тоже частенько говорили, все время там подходят к нам и говорят: нужна вот острота, чтобы кого-то обругать, облаять и все остальное. И я понимаю, что в этой стране вот всем хочется, чтобы чуть ли все друг на друга не пошли, да, то есть вот он утром встает, человек, да, ему вот кажется, что надо обязательно выйти кому-то морду набить. И я все-таки, да, я все-таки призывал бы людей более как бы трепетно относиться к друг другу, даже если их там взгляды, я уже не говорю политические взгляды, потому что очень сложно определить, где это политика, а где какая-то личная привязанность есть к тем или иным кандидатам, просто чтобы эти люди более трепетно и уважительно относились друг к другу, потому что выборы заканчиваются, а жизнь продолжается. Да. Но с другой стороны, я бы не хотел бы, чтобы к этим выборам относились постольку-поскольку. Речь идет об их жизни, о жизни их семьи, там, близких, детей. Вообще, может быть, это, каждые выборы для такой маленькой страны, они могут быть всегда судьбоносными. Потому что, не дай бог, ты не туда повернул, и все, и может и страны и не быть. Так что здесь всегда должен быть не какой-то эмоциональный там подход, там, как будто бы ты вышел на ринг боксерский. Все-таки здесь надо сидеть и обдумывать каждую ситуацию. И свой выбор делать действительно очень таким серьезным. Ну вот, потому мы... И это касается не только людей, которые там бросают в избирательную урну
бюллетень. Это касается вообще каждого. Каждого политика, каждого журналиста и вообще каждого человека, который здесь. Сказал он и показал пальцем. Да. Как бы вы тоже подвели? Я бы посоветовала воспринимать эти выборы как очередной урок, и не только для страны, но и для тебя самого. По окончании выборов подвести для себя личные итоги и попробовать понять, действовал ли ты в это время выборов с плюсом или с минусом. Вот эти регулярные попытки подвести свои личные итоги вообще очень способствуют разумной жизни. Что бы вы посоветовали на нашем информационном пространстве работающим людям? Я бы предложил... Присутствующим даже. Да, я бы призвал их к тому, чтобы, когда, неважно, я говорю о людях обычных, да, не о тех, кто работает в СМИ. Пишешь ли ты пост, ставишь ли ты комментарий, что бы ты ни обсуждал, представь себе, что человек, о ком ты говоришь, или люди, или группа людей, о ком ты говоришь, стоят перед тобой сейчас. Вот половина из того, что ты пишешь, ты не скажешь тогда, когда вот лицом в лицо. У меня даже было, я долгое время здесь не находился, у меня было это удивление от того, что, слушайте, люди, вы такие вещи говорите друг о друге, что мне кажется, что после этого на проспект выйти вы не сможете, потому что, а нет, выходят. То есть все как-то вот видоизменилось, я бы побоялся много из того писать лично людям, которые знают, что это пишешь ты, потому что существует какая-то, простите, физическая ответственность за слова, а ее нету. То есть как бы вот представьте себе, что человек стоит рядом с вами, вы не скажете, то есть просто элементарная этика, Думать надо. Хачароб должен быть. Хачароб должен присутствовать в человеке, пока мы люди. И знаете, как сказал Горин, когда говоришь, что думаешь, думай, что говоришь. Но на этой ноте, не очень оптимистичной ноте, прямо я скажу, но призывающей вообще к оптимизму, мы будем заканчивать нашу передачу. Огромное спасибо за то, что вы были с нами. С вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Встретимся в следующую пятницу.